Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто не сводит с вас глаз, кто за вами наблюдает. Загадайте, пожалуйста, только лишь на себя, ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. И давайте посмотрим, кто же этот человек, кто не спускает с вас глаз, кто за вами наблюдает. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Так, мои хорошие, вот его показали. Видите, в лодочке сидит, в лодочке, да? И к вам гребет, в правую сторону гребет, в вашу сторону. Но между вами почему-то прям черепаха вышла. Ну ладно, к этому мы вернемся. Я хочу начать с вас, потому что вас здесь очень круто показали. Вас показали в образе такой спящей принцессы. Да? Вы все-таки в горизонте у меня лежите. У вас очень большая голова. Это говорит о том, что вы очень умный, интеллектуально развитый человек. Кто-то из вас имеет очень крутое образование, да, и вы прям учились, и учеба вам давалась в радость, да, вы как на своем месте себя ощущали. А кто-то из вас не заканчивал высших учебных учреждений, но при этом настолько у вас пытливый ум, настолько вы развиты, что вы фору там любому академику дадите, да, вот есть у вас эта жилка. Смотрите, вы в горизонтальном положении. Это говорит о том, что ваше время, ваше счастливое время в личной жизни еще не пришло. Должен прийти принц, который вас, ну как, поцелуем расколдует, да, который вас оживит, заставит проснуться и жить в любви и в радости. Над вами большая лилия, а это знак того, что вы человечек непростой. У вас явно есть какие-то родовые отличия. Кто-то из вас принадлежит к старинному роду, да, может быть, в вашем роду были какие-то аристократы, может быть, даже какие-то королевские крови тут намешаны. У других отыграется, что ваш род, он был настолько талантливым, настолько сильным, что вам передались самые сильные черты и качества вашего рода. Таланты, способности, эзотерические, может быть, даже, как это называется правильно, какое-то мастерство по роду передалось, да, вот к чему-то у вас хватка есть. Тоже по лилии часто проходит. Опять же, смотрите, над лилией нам показали филина. Филин говорит о том, что, скорее всего, в жизни не раз вы подвергались какому-то воздействию негативного характера. Но филинами обычно, извините, показывают порчу. Порчу, негативное воздействие. Я не хочу в общей отсыпке вас пугать, да, либо вам тут всякие ужасы рассказывать. Но что вышло, вы сами видите. Вот он, филин, сидит, достаточно крупный, и у него крылья не прижаты, а расставлены. То есть минимум 2 раза на вас было нападение именно магического характера. Может быть, из-за этого нападения вы сейчас как вот спящая принцесса, да, вас еще не пробудил ваш принц. Может быть, из-за этого филина вы в таком как замороженном состоянии, да, вот живете вы в обществе, мужчины вокруг вас ходят, но ни вы нормального высмотреть не можете, ни мужчина вас высмотреть не может. Да? Как будто бы вы невидимка, да? Либо вот хорошие мужчины, они невидимки. Ну явно здесь что-то было. Было, и причем не один раз. Плюс то, что вас это не сломило. То есть вы сильная личность, и ангел у вас очень сильный. И голыми руками, как говорится, вас не взять. Минус — это то, что вы сейчас вот в состоянии спящей красавицы. Это, конечно, минус. Ну, не живете, да, вы теряете драгоценное время и не живете той полноценной жизнью, которая вам отпущена по вине вот каких-то воздействий.
Все-таки у нас общая отсыпка, ну, не показали, кто воздействовал, почему воздействовал. Ну, я думаю, вы сами за собой чувствуете, да, чувствуете, что что-то не так со мной. Жизнь неполноценная, нет счастья, нет радости, нет семьи, нет стабильной жизни. Вроде я хороший человек, ничего плохого не делаю, ничего плохого не хочу. Но вот нету, не с кем. Либо одни какие-то вот прям недостойные попадаются. Это я мягко говорю, недостойные. Да и плюс и вам еще не все нравятся. Да? Вы думаете, а я, наверное, переборчивая. Нет, вы нормальная, вы адекватная. Вам действительно невидимы те хорошие мужчины, которые вокруг вас существуют. Да? Вот как и вы их стороной обходите из-за этого филина, и они вас стороной обходят. Так, смотрите, здесь бы я вам рекомендовала провести чистку, либо сходить в хорошее святое место, да, вот именно благостное место. Это может быть купель, это может быть какой-то храм, это могут быть мощи святых людей. Просто сходите и посмотрите на свою реакцию. Если реакция будет, знаете, слезы, истерика, чувство тошноты, головокружений, боли, значит, точно есть воздействие. И в святом месте оно с вас сходит. Сходите минимум, в таком случае сходите минимум 3 раза. Если вы идете, ничего не происходит, вы себя прекрасно чувствуете, значит, этот филин уже на вас не действует. Да? То есть воздействие уже закончилось. Просто как проверочка. И, девушки, женщины, не забывайте делать самочистки. Не забывайте хотя бы раз в месяц на уходящую луну сделать чистку себя и своего пространства. Поверьте, это вот как профилактика таких негативных воздействий. Если есть возможность сходить к специалисту, обязательно идите. Но идите только к проверенным. Ориентируйтесь на живые отзывы, живых людей, конкретных вот людей. Не в интернете просто кто-то написал, что да, хороший, крутой специалист, а людей, которых вы знаете, либо люди, которые, ну, которым нет, как скажем, повода вам врать. Да, на такие отзывы опирайтесь. Избегайте людей, которые сама себя рекламируют, да, саморекламу дают, которые сами себя расхваливают. Вот таких людей избегайте. Потому что настоящий специалист, ну, никогда не будет себя хвалить. Он никогда не будет к себе зазывать. Настоящему специалисту это не нужно, понимаете? О нем люди и так знают, да, и там, поверьте, еще и очередь нужно будет постоять. Так, ориентируйтесь на такие знаки. Так, что вы еще должны про себя знать? Очень важный момент. У вас этот год, он идет переломный год. В этот год у вас выход из темноты, под ясное небо, под ясное солнечное небо. Вот ваши неприятности не только в личной жизни, да, не только пустая личная жизнь, но и неприятности в целом, там, с деньгами, со здоровьем, может быть, там, с родственниками, это все заканчивается. Заканчивается. Вы все разные, да, у кого-то там весной, у кого-то летом, у кого-то осенью. Но то, что год переломный, это 100%. У всех, кто зашел на мою отсыпку. Именно в этом году вам по судьбе пробудиться и выйти из этого образа спящей красавицы. Понимаете? Проснуться и жить полноценной жизнью, настоящей полноценной жизнью. У вас тут и дороги открываются, и желания появляются, и сердце наполняется любовью. 100%. Вот кто зашел на эту отсыпку, неважно кто вы, неважно сколько вам лет, вот кто зашел на мою отсыпку в этом году, вы 100% влюбитесь. И любовь это будет взаимная. Поменяйте мое слово. Так, теперь давайте вернемся к тому, кто за вами наблюдает. Ну вот он в лодке сидит. Сидит он в лодке. На вас он нацелен, он за вами действительно наблюдает. У него над головой птица, но эту птицу по какой-то причине он держит, он ее не отпускает. Ну, птица — это признание в чувствах, раскрытие своих чувств перед вами. Держит, скрывает по лодке. То есть человек либо
действительно он связан с каким-то транспортом, то есть постоянно передвигается на транспорте, может быть, он работает на транспорте, может, он просто автолюбитель, да, на чем-то он постоянно ездит, пешком практически не ходит. У кого-то из вас отыграется, что он какой-то приезжий, да, он приезжает там с одного места в другое место, либо в ваш город периодически приезжает, да, в вашу местность периодически приезжает. Человек, который не сидит на одном месте, постоянно в движении, опять же, за рулем не идет, именно за рулем. Несмотря на то, что лодка, да, не идет за рулем. Этот человек за вами уже давно наблюдает. Смотрите, вышла черепаха, черепаха смотрит на него. Он очень давно в вас влюбился, и это именно влюбленность. Я не буду говорить про любовь, я ее здесь не вижу, но я вижу влюбленность. И очень долго скрывает свои чувства. Вы для него не просто женщина любимая, вы для него какой-то неземной образ, который его вдохновляет, который придает ему силы и который стимулирует его на какие-то шаги, на какие-то действия, да, на какое-то развитие. Ну, муза, да, вы для него муза. Он не видит возможности, ну, например, там, прийти к вам и потащить вас в кровать. Вообще не видит. Для него это какое-то кощунство. Вот молиться на вас, это да, на это он готов. И, скорее всего, он так и делает. Да, молится на ваш образ. Вот какая вы прекрасная, какая вы не... Он вас рассмотреть, девочки, не может. Вы для него вся такая сияющая, светящаяся, в таких, знаете, звездах вся усыпанная. Ну, неземная, да, богиня. Поэтому я не могу говорить о том, что он прям готов прийти, признаться, не знаю, предложить вам руку и сердце. Скорее всего, вот он влюбился в ваш образ богини, образ музы, да, вы его муза. Я не удивлюсь, если он даже пишет стихи и, да, и складывает их в стол, да, посвящает их вам и складывает в стол. Так, что по поводу этого мужчины? Он не свободен, сразу вам говорю. Он просто не свободен. Здесь за ним какая-то женщина стоит. Женщина, не могу сказать, что плохая, но и не могу сказать, что хорошая. Женщина как женщина. Она ему удобная, а он удобный ей. То есть, скорее всего, они в браке, либо давно сожительствуют, у них жизнь уже сложилась. И, в принципе, нет такой информации, что они разойдутся. Ну, смотрите, он ей деньги, она ему блага, да, там постирать, приготовить, убрать, постель с ним разделить. Ну, как-то так, да, как-то сложилось исторически, так они и живут. Может быть, у них есть дети, может быть, нет детей, но тем не менее, вот как приклеились они друг к другу, удобно, удобно. Менять что-то, ну, а как? Как? Что менять? А вдруг потом прям совсем все потеряю? То есть они, не могу сказать, что брат с сестрой, но вот друг другу они очень-очень удобно идут. Мужчина держит эту птицу, признание, не отпускает. И причем, смотрите, как он ее держит. Не впереди себя он ее держит, он держит позади себя. То есть для него это как что-то иллюзорное, либо, как может быть, не в этой жизни, да, не в этой жизни. Может, ему нечего вам предложить. Может быть, действительно, он настолько перед вами робеет, настолько теряет контроль, что сам этого боится. Да? Ну, все разные, все разные. Не ваш это человек на самом деле. И смотреть на него, как-то всерьез его принимать, ну, не стоит, на мой взгляд. Абсолютно не стоит. Нет таких знаков, которые бы показали, что этот мужчина вам идеально подойдет. Да, он бы мог стать вашим хорошим другом. Да, он мог бы быть, не знаю, там, преданным товарищем, может быть, хорошим коллегой, там, добрым соседом, но не более того. Не более того. Но не гоже молиться на свою избранницу. Понимаете, он не видит вас, женщины из крови и плоти. Он видит вас, какого-то неземного прекрасного ангела, да, спустившегося на грешную землю. А в таком состоянии, ну, тут сложно говорить об отношениях, да, сложно говорить о чем-то нормальном, да, адекватном.
Но зачем вам мужчина, который будет вас бояться, который будет бояться вам что-то сказать, там, как-то посмотреть на вас не так, там, прикоснуться к вам? Зачем? Ну, это уже, знаете, какой-то диагноз, да, вот чем-то нездоровым попахивает на самом деле. Ваш мужчина, вон он впереди через какие-то горы пробирается. Девочки, вы все разные, но я вот прям точно вижу, что мужчина идет в вашу сторону. Мужчина мне почему-то идет как солдат, военный, либо человек, ну, может быть, у него отношение такое к женщинам, да, что я сильный, я должен защищать, а может быть, действительно он чем-то связан с военным делом. Может быть, в прошлом он был военным, может быть, и в настоящем является военным. Мужчина сильный, сильный характер, но при этом он добрый, добрый. Такой мужчина к вам идет, вон он. Какая-то гора, вот он ее практически преодолел, но он идет. У вас с ним будет встреча. Встреча при каких-то очень необычных обстоятельствах, либо знакомство при необычных обстоятельствах. Кстати, у кого-то из вас отыграется, что этого мужчину вы уже знаете. Знаете, либо когда-то были с ним знакомы. Вот повторная встреча, либо новое знакомство. Ну, все разные, у каждого по-своему отыграется. Будет, будет. Вон он, красавчик идет. Красавчик. Это адекватный мужчина, тот, который придет. Он в вас, женщину, увидит. И именно он обладает той силой, чтобы вас расколдовать, да, чтобы вас пробудить. Чтобы вы из спящей красавицы просто стали красавицей, бодрствующей красавицей. Я вам говорю, год переломный. Год очень непростой будет. Тут и выбор у вас, тут и какие-то решения вам придется принимать. И в чем-то точку нужно будет поставить. Но, тем не менее, год переломный, и здесь картинка вашего мира меняется. Выходите вы из темной ночи, да, в ясный светлый день. Причем не одна выходите, а вместе с любимым человеком. Здесь идет очень сильная любовь, взаимная любовь. Знаете, есть такое выражение «влюбиться и забыться». Вот и у вас такая ситуация идет. Кто скажет, что нет, такого не бывает, что я так не смогу, сможете, сможете. Еще поменяйте мою отсыпочку, мои слова. Любовь безумная. Безумная любовь творит чудеса. Здесь крутые перемены. Я за вас безумно рада. Девочки, неважно, кто за вами следит. За вами всегда следят, за вами всегда смотрят, на вас оглядываются. Вы шикарная женщина. Даже когда за собой, ну, допустим, не ухаживаете, либо там куда-то спешите по своим делам. Вы умеете произвести впечатление, неизгладимое впечатление. У вас шарм, просто необычный такой, чарующий шарм. Очень многих мужиков вы зачаровали. Но поскольку, видите, на вас было воздействие, и вы вот спящая красавица, да, вот не складывались отношения, просто не складывались. Ну вот он придет, принц расколдует, все будет замечательно. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.